Пожалуй, самая главная новость для всех жителей Республики Саха — это окончание Северного завоза. На этой неделе Министерство по делам гражданской обороны отчиталось о том, насколько выполнен план, который перед ними в прошлом году еще поставило правительство. Замминистра Никита Павлов провел оперативное совещание и сообщил, что фактически до пунктов назначения доставлено 468 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Это 96,7% от заявленного плана. На самом деле министерство откровенно врет. На 31 апреля было доставлено 431 тысяча тонн. На 7 апреля, вот я уже говорила, 468 тысяч тонн. Это всего 75% от первоначального плана. Считайте, северный завоз провален, да? Что они будут делать дальше? Конечно же, они постараются хоть что-то довести, но известно уже, что 15 апреля переправы закрываются. В центральных улусах 15 апреля, в северных улусах, в арктической зоне чуть-чуть попозже, 20 примерно апреля, будут закрыты переправы ледовые. То есть автозимники работать не будут. По зимним дорогам, по рекам никто грузы, товары доставлять не будет. Все будут ждать открытия навигации. Навигация открывается через месяц после того, как вскроются реки и лед пройдет. Получается, что северный завоз, остатки вот эти, да, они перекинут на ЛОРП. У ЛОРПа, у Ленского объединенного речного пароходства, тоже есть проблема. Во-первых, ГУП ЖКХ должно ЛОРПу огромную сумму денег. ГУП ЖКХ перевозит топливо, да, с помощью судов ЛОРПа. А ГУП ЖКХ задолжала компании больше 2 миллиардов рублей. Вообще полный долг в прошлом году у ГУП ЖКХ был 27 миллиардов рублей перед всеми поставщиками. Вот. Так что данных о том, погасили ли они долги перед ЛОРПом, нет. Да, в открытых источниках нет. Я, по крайней мере, не нашла. Помимо того, что поставщики должны ЛОРПу, у них другая проблема. В начале этого года суд запретил спускать на воду 10 судов ЛОРПа, потому что у них не было технической документации. Всего у ЛОРПа, по-моему, на доставке грузов работает около 100, и только 27 из них, ну, около 30, перевозят сухогруз. Вот и считайте, да, сколько судов будет перевозить товары жизненно важные в улусы нашей республики. Следующая проблема. Товары не доставляются ежедневно, особенно в арктические улусы. Почему? Потому что реки в арктических улусах, в северных улусах, они не всегда наполнены водой. Бывают простои у ЛОРПа, бывают по 10, даже по 2 недели. Там очень мало воды. В общем, они ждут, когда реки наполнятся водой для того, чтобы их суда могли по ним проходить. То есть тут одно наложится на другое. И опять же, я думаю, что к концу навигации, к сентябрю, 100% грузов доставлено не будет. Так уже было у нас в истории, да, в нашей. И не один раз. Что в таком случае делается, да? Тогда начинает работать так называемый зеленый патруль, да, когда они вертолетами, малая авиация, в общем, скидывают продукты питания в арктические улусы жителям ночлегов в арктических северных улусах. Вот таким образом работает, значит, у нас вся вот эта система. Представляете, да, вот такой вот северный завоз. По-моему, построили, они там отчитывались, да, что будут строить транспортно-логистические центры, ну, большие крупные склады, где они будут складировать, в общем, все товары, которые доставляются. Но, вот, допустим, арктическая транспортно-логистическая компания, она практически банкрот. Об этом вот в октябре на парламентской сессии депутаты заявляли. Да? То есть как работают эти транспортно-логистические центры, тоже непонятно. Да? Насколько там вообще туда доставляются грузы. Потом, смотрите, была большая тоже история с тем, что перевозчики грузов, да, тоже не получали денег от того же самого ГУП ЖКХ. Оставались люди без зарплат. Проблему, конечно, можно было бы решить. Северный завоз — это такая рукотворная, да, проблема. Ее можно было бы решить очень просто. Построить дороги и построить мосты. Современные дороги, современные мосты. И не нужно было бы
ждать, когда река встанет, или наоборот, лед сойдет, да. Вот, не нужно было бы строить эти автозимники, заливать специально их льдом, чтобы они, в общем, были ну, как бы ровные, да. Это тоже, кстати, практика. Наша республиканская практика, когда дороги, которые в очень плохом состоянии, заливаются водой. Специально для того, чтобы они были ровными. Ну, по крайней мере, раньше так точно делали. Вот. Не нужно было бы никаких северных завозов, не нужно было бы огромные деньги тратить на это, да. Не нужно было бы, я не знаю, там, в долги залезать, кредиты брать. Вот. Возили бы поставщики свои грузы по этим дорогам и по этим мостам, через реки. Не нужно было бы никого ждать. Ну, наши управленцы считают, что дороги очень дорого строить. И у нас климат, во-первых, не тот, да? Вот. Дороги очень сложно строить, мосты очень сложно строить, очень дорого, да? Дешевле работать вот с так называемым северным завозом. А я-то считаю наоборот, да? Напишите в комментариях, если вы считаете так же. Можно потратиться один раз, ну, там, на протяжении там скольки-то лет можно вложить хорошую сумму денег для того, чтобы отстроить нормальные дороги и отстроить нормальные мосты, в том числе и этот многострадальный Ленинский мост построить, а не вкладывать каждый раз большие деньги в северный завоз. Можно было бы, но если они вложатся и отстроят логистику всю, да, сделают ее нормальную человеческую логистику, да, сделают по всей республике, то, скорее всего, им будет уже нечего класть в их карманы. На этом северном завозе они тоже огромные деньги зарабатывают. Ну, как бы не зарабатывают, да, а воруют, честно скажем.